В начале 1830-х годов чеченские аулы подразделились на две партии – за борьбу и против борьбы. То же самое наблюдалось и в Дагестане. Российская власть в Чечне распространялась в основном на равнине, чего не скажешь о Дагестане, где верность России изъявили Шамхальство Тарковское, ханство Мехтулинское, Высокогорное Аварское, Хунзахское ханство и другие феодальные государства и союзы вольных обществ. Эта ситуация устраивала, конечно же, не всех. Во всяком случае, в 20-х годах XIX века у недовольных горцев появилась четкая идеологическая база в виде воинствующего мюридизма с его идеями Газавата, войны против захватчиков. Остается только предполагать, что было бы потом, не зародись эта идея в умах узкого круга дагестанского духовенства. Впрочем, и она была своего рода реакцией на жестокий колониализм, например, в лице Ермолова. Ведь именно при его наместничестве оно пустило корни в Дагестане и Чечне, именно при нем началась Большая Кавказская война. Вот это вот проникновение этого учения здесь связано с обострением взаимоотношений между кавказских горцев и царской Россией, которая все больше и больше стала проникать на Северный Кавказ. Муриды составляли только часть, самую незначительную часть всего населения, которые участвовали в этой борьбе. Основном участвовали, это люди были в основном крестьяне. В массовом порядке больше 90% это были крестьяне, имеющие личную собственность и воевавшие за свою землю, за свою родину. Чеченцы, лакцы, даргинцы, аварцы, кумыки, лезгины и многие другие. Новое учение приобретало невиданный доселе размах. Оно перешагивало всевозможные границы, обычаи, адаты, создавая дух единства. Теперь у горцев появилось обыкновение действовать, объединившись не просто селениями или даже обществами, а целыми народами. Учителем нового религиозного движения был дагестанский суфий накшбандийского тариката Мухаммед из лезгинского аула Яраг. Что примечательно, Яраг находился в пределах лояльного России Кюринского ханства. Весть о шейхе и его учении облетела многие горские общества. Все, кто принимал новое учение, становились его мюридами. Чем больше наступала Россия, тем больше укоренялись идеи Газавата. Ярагский взрастил и другого крупного ученого, Джамалуддина из лакского аула Казикумух, центра одноименного ханства, также подчинившегося России. Есть мнение, что проповеди Ярагского слушал и Таймиев, тогда еще призывавший к борьбе и ставший во главе вооруженного выступления чеченцев в 1825 году. В Дагестане первым теорию на практике применил Гази Мухаммед из аварского селения Гимры. Ныне это Унцукульский район Республики Дагестан. Из крупных личностей периода Кавказской войны родом из этого селения был не только Гази Мухаммед. Это аварское селение Гимры. По-аварски его называют Генуб. Здесь в 1797 году в семье свободных горцев у отца Деньгау Магомеда и матери Бахуми Сидо родился мальчик, которого назвали Али. Однако в детстве мальчик часто болел, и в соответствии с горским поверьем ему дали другое имя – Шамиль. С самого детства он проявлял как физические, так и умственные способности. И именно ему впоследствии и было суждено стать имамом Чечни и Дагестана. Это и есть Сакля Шамиля, на что указывает и табличка. Абруко Гауна Вауна Шамиль. В этом доме родился и жил Шамиль. Правда, сегодняшних хозяев Сакли дома нет. Шамиль с самого начала примкнул к движению Гази Мухаммеда, который начал вести активную деятельность по введению шариата в дагестанских обществах. Иными словами, у Гази Мухаммеда было два врага – внешний и внутренний, то есть Российская империя и дагестанские общества, живущие по адатам и зачастую лояльные по отношению к России. Большинство ханских феодальных владений, они были на стороне царизма. В то же время, после того, как царская Россия начала уже давить сильно первой половине 19 века на территории, которые находились на равнине предгорья, и начала вытеснять горцев из этих территорий к горам, к войну подключились и некоторые отдельные феодальные владетели, в том числе и ханы. За борьбу или против нее? На тот момент среди горцев Чечни и Дагестана это был, пожалуй, самый актуальный вопрос. И даже в новообразовавшемся тарикате не все были за силовые методы. Учитель Гази Мухаммеда, шейх Джамалуддин Казикумовский, не был согласен с вооруженной борьбой. Известный в Дагестане муршид Джамалуддин Казикумовский, прямо открыто выступивший против тоже своего ученика Гази Мухаммеда. Он запретил буквально ему проповедовать, распространять газават
в Дагестане. Подобное разногласие разделило мюридов. Одни не поддержали Гази Мухаммеда, считая, что мюрид обязан во всем слушаться шейха. Другие, в частности, Магомед Иракский, встали на позицию воинствующего правоверия. К нему и тяготел Гази Мухаммед. После долгого раздумья последний просил у Магомеда Иракского позволения поднять борьбу. Что мне делать? Кого мне слушать? Слово Аллаха или же моего учителя Джамалдина Казикумовского? Ответ Магомеда Иракского был такой: вам следует придерживаться слова Аллаха. И это было фактически обоснованием этой религиозно-политической направленности, которой четко придал Накшбенди Халиди Гази Мухаммед Гимринский. Иракский объяснил свой поступок Джамалуддину. Чтобы свергнуть колониальное правление в Дагестане, нужны военные полководцы, так как одни муллы ничего сделать не смогут, поэтому без войны не обойтись. Магомед Иракский, выдающийся ученый, арабист, он видел теорию не просто муридизма, основные теории, что мусульман должен быть свободным, и его, что земля, захваченная врагом, должна быть освобождена. Вот его теория. В 1828 году в ауле Ярак состоялось совещание, на котором было положено начать газават. Собравшимся муллам, кадиям, старшинам всех вольных обществ Дагестана шейх Яракский объявил, что знамя поднимет Гази Мухаммед, который здесь же в мечети был объявлен первым имамом Дагестана. Имея во многих аулах своих последователей и поддержку духовенства, он создал отряд из 400 мюридов, численность которого постоянно росла. Но не всякое общество собиралось отказываться от обычаев своих предков, однако, учитывая военную силу имама, зачастую населению приходилось принимать его условия. Первый имам Дагестана даже просит поддержки у турецкого султана, однако просьба остается без ответа. Гази Мухаммед объявил вне закона даже своего бывшего учителя Саида, противника вооруженной борьбы. Более того, в январе 1830 года имам вторгся в его родовой аул Аракани, в котором проживали аварцы. Имам арестовал жителей, не согласившихся принять шариат, а Саид бежал. Гази Мухаммед понимал, что для успеха необходима поддержка аварии Хунзахского ханства, которое находилось в подданстве России. Ни хунзахская ханша Баху-Беке, ни ее сыновья признавать имама не собирались, не принесли успехов и переговоры. Даже духовный наставник имама шейх Яракский был против похода на Хунзах и против насаждения шариата среди ханов. Он выступал за его распространение только в сельских обществах, однако Гази Мухаммедом решение о походе против соплеменников и единоверцев было уже принято. Отдельные ханы, допустим, те же самые, допустим, Шамхал Тарковский, Казикумовский хан, значит, аварский хан, они были на стороне, оставались на стороне царской администрации. Поэтому большинство из них пришлось подчинить силой. Так поступили с аварским ханством, так поступали и с другими феодальными владетелями беками. Гази Мухаммед выступил из аула Гимры. Большинство селений по пути следования имама перешли на его сторону без какого-либо сопротивления. На подступах к столице аварии, по некоторым данным, его войско насчитывало около 8000 человек, однако точных данных нет, в то время как Хунзах, состоявший из 700 дворов, не мог выставить к обороне даже 2000 бойцов. 24 февраля 1830 года штурм Хунзаха начался. Осажденных вдохновляла сама ханша Баху-Беке. Небольшим группам мюридов под началом Шамиля и Гамзатбека, будущих имамов, удалось с одной стороны сломить оборону и ворваться в Хунзах. Укрепившись в нескольких домах, они начали отстреливаться, однако на других участках прорваться не удалось, штурм был отбит. Шамиль и Гамзатбек уцелели только чудом. Под покровом ночи, когда они пробрались к окраине Хунзаха, они были задержаны. Лишь благодаря заступничеству уважаемых людей Шамиль и Гамзатбек были сразу же отпущены. Это был момент, когда дальнейшая история Кавказа могла бы быть совершенно иной. Будущие имамы чуть было не погибли. Петербург был приятно удивлен победой Хунзаха, а ханскую династию щедро осыпали подарками и наградами.
Поражение Гази Мухаммеда никак не уменьшило его авторитет. К тому же на имама было совершено неудачное покушение через подкупленных лиц, что было истолковано как чудесное спасение. В Чечне Таймиев отказался от вооруженной борьбы, однако многие из его сторонников делать этого не собирались. Делегация чеченцев во главе с муллой Авка из Герменчука в августе 30 года даже отправилась к новому имаму и пригласила его в Чечню для введения шариата. Имам так и сделал. Он начал вести в Чечне идеологическую работу, которая в целом имела успех. Из аула в аул имама сопровождали новые сторонники. Он разбирал судебные дела, читал проповеди, отвечал на многочисленные вопросы, касающиеся вероисповедания. С этого момента, как в Чечне, так и в Дагестане, во всех походах имама участвовали и чеченцы. Мюридизм – это учение, одни исследователи говорят, что это является движением, мюридизм, другие исследователи говорят, что это идеология. Эти споры до сих пор продолжаются. Мюридизм, с моей точки зрения, это религиозно-политическая составляющая тариката Накшбендия-Халидия. Даже в период от Паскевича, когда в Дагестане начинается вот эта вооруженная борьба под руководством Гази Мухаммеда, уже часть чеченцев начала в этой борьбе участвовать. Таймиев призывал не участвовать чеченцев в вооруженной борьбе дальнейшей с Россией. Он считал, что это лишь приведет к гибели народа. Уже осенью того же года чеченские отряды во главе с Авкой и Астемиром совершили несколько нападений на Кавказскую линию. В это время командующим на левом фланге был генерал Вильяминов, бывший сподвижник Ермолова. Бейбулат встретился с ними и попытался договориться, однако безуспешно. С декабря 1830 года по январь 1831 вновь были уничтожены десятки чеченских аулов. Вся плоскостная Чечня была предана огню. Гази Мухаммед избрал своеобразную тактику ведения борьбы, совершая молниеносные нападения на отдаленные друг от друга пункты. В мае 1831 года он осаждает крепость Бурную, находившуюся на окраине, выше селения Тарки, столицы одноименного шамхальства, ныне это пригород Махачкалы. Несколько дней длится осада, и лишь подкрепление генерала Каханова спасают Бурную от гибели. Бои велись также и в Тарках. В июне того же года он осаждает крепость Внезапную, находившуюся на окраине кумыкского селения Эндирей. Его войско, состоящее из дагестанцев и чеченцев, насчитывало уже 4000 человек. Гарнизон выдержал 16-дневную осаду, дождавшись подмоги. Имея более 1300 воинов, гарнизон в течение осады лишился убитыми и ранеными почти 500 человек. В августе 1831 года в течение 7 дней Гази Мухаммед вел осаду Дербента и опять отступил, узнав о приближении подмоги. Тем не менее, осада вызвала большой переполох в стане российского командования на Кавказе и отнюдь не считалась поражением имама среди горцев. В ответ царские войска карают дагестанские аулы. В частности, были вновь приведены в покорность аулы Табасарана, жители которых также участвовали в осаде Дербента. Этот мюридизм, он не был одинаковым, если, скажем, мюридизм как суфизм, если взять, да, как учение суфийских, мюридизм как деятельность учеников суфийских шейхов, мюридов, он имеет две такие составляющие. Первая составляющая – это мистическая составляющая, а вторая составляющая – это религиозно-политическая составляющая. В сентябре 1831 года назначается новый наместник Кавказа, генерал Григорий Розен. Он штурмом берет дагестанские аулы Эрпели, Черкей, Чирюрт, поддержавшие движение Гази Мухаммеда. В октябре имам снова прибывает в Чечню и везде имеет успех. Он пополняет свой отряд местными жителями и появляется в совсем другом конце Кавказской линии, под Кизляром. 1 ноября 1831 года неожиданно конница имама Гази Мухаммеда ворвалась в город. Вся эта ужасающая картина продолжалась около 3 часов. Кизляр был разорен. В результате набега из городского населения было убито, ранено и взято в плен более 300 человек. Потери военных составили 11 человек. Жертв было бы намного больше, не успея горожане скрыться в крепости.
События 1831 года выявили одну очень опасную для кавказских властей тенденцию. Наметилось объединение дагестанцев и чеченцев в антиколониальной борьбе. И что немаловажно, они уже опирались на четко сформировавшуюся идеологию меридизма и газавата. В ответ российские войска резко активизировали военные действия в Дагестане, где в основном находился Гази Мухаммед, и в Чечне. У российских наместников вообще была такая практика. Каждый новый наместник отказывался от того курса, тех вещаний, той политики, которую проводил его предшественник. Наместник Розен совершил в Чечню карательный поход в 1832 году, и, как это часто бывало, именно зимой, в феврале месяце. Вся малая, то есть западная Чечня, была опустошена, не успев оправиться от похода Вильяминова 1931 года. Селения Казах-Кечу, Гала-Юрт, Большие и Малые Самашки, Заканюрт, Большие и Малые Кулары, Алханюрт, Урус-Мартан и множество примыкавших к ним мелких хуторов были сожжены уже в который раз. Что касается реакции Петербурга, то верховная власть осудила поход Розена как бесполезный в деле умиротворения чеченцев. Вообще вот в Кавказской войне все время получался какой-то замкнутый трагический круг. Значит, начинают силовыми методами устанавливать российскую власть. Чеченцы отвечают восстанием. На восстание направляются карательные экспедиции. На карательные экспедиции чеченцы отвечают новым восстанием. Вот какой-то замкнутый, жестокий, трагический круг получался. В марте 1832 года Гази Мухаммед вновь появляется в Чечне. Его отряд увеличивается до 2000 человек. Навстречу к нему прибыли чеченские старшины немирных аулов, упрашивая имама овладеть крепостью Грозной. Однако имам направил свое войско к Назрановскому и Владикавказскому укреплениям, осада которых окончилась неудачей. Имам ушел в Дагестан и пытался поднять на борьбу даргинское общество акушинцев, но безрезультатно, а в Чечне близилась очередная трагедия. С момента последнего похода в Чечню не прошло и полугода, как Розен предпринял еще один. Отряд наместника вел военные действия против ингушей, а Вильяминов против галашевцев и карабулаков. В середине августа эти две колонны войск, по разным оценкам численностью от 15 до 20 тысяч, снова вторглись в Чечню. С середины августа до начала октября, то есть на протяжении почти 3 месяцев, отряды колесили сначала по Малой Чечне, а потом продвигаясь на восток по Большой, разоряя на своем пути поля, сады и аулы. Чеченцы оказывали упорное сопротивление. Особо ожесточенные бои произошли в лесах под селением Гойты в конце августа и в начале сентября при уничтожении Герменчука. Родовой аул Авка Герменчукского, горячо поддержавшего Гази Мухаммеда, сгорел в пламени пожара. Участником штурма был и русский поэт Полежаев, который посвятил этому бою стихотворение «Кладбище Герменчукское». Там погромили, сожгли там села, сожгли посевы, скот. Они возили скот, сжигали посевы. Ведь Чечня была очень богатой. И потом стали говорить, что они, кроме того, что воевать и грабить, ничего не могут. Ничего подобного. В Дагестане против Гази Мухаммеда действовал российский отряд под командованием фон Клюгенау. В начале осени 1832 года после карательных экспедиций в Чечне к нему подоспел Розен со своими силами. Объединенные войска численностью 10 тысяч человек в октябре вступили в Гимринское ущелье, которое Гази Мухаммед заблаговременно укрепил. Розен подошел к селению 17 октября. С этого момента и начинаются разные версии о том, что происходило далее. Согласно самой распространенной версии, царские войска, среди которых, кстати, были не только русские, но и кавказцы, вошли в Гимры, где и завязался основной бой. Это событие изображено на известной картине Франца Рубо «Штурм аула Гимры». Согласно этой версии, сначала был штурм аула, после чего Гази Мухаммед и 15 мюридов, среди которых был и будущий имам Шамиль, укрылись в башне неподалеку от селения. Как им удалось вырваться из окружения и переметнуться на несколько километров, остается загадкой. Но башня была окружена, как и все окрестности по периметру. Им ничего не оставалось, кроме как сдаться или бороться до конца. Они выбрали последнее. После того, как отряд Розена взял селение Гимры, оставшиеся мюриды в количестве 16 человек, в том числе и первый имам Дагестана Гази Мухаммад, а также Шамиль,
решили занять башню недалеко от селения Гимры и обороняться в ней до последнего. Башня была со всех сторон окружена строем царских войск, велся ее обстрел, в том числе и из пушек. Видя безвыходность ситуации, Гази Мухаммад сказал последнее прощальное слово своим сподвижникам и бросился в самую гущу осаждавших. Первый имам Дагестана, пронзенный штыками, погиб на месте. Гази Мухаммад, как говорят, был поднят на штыки. Вслед за имамом из укрепления выпрыгнули еще несколько человек, в том числе и Шамиль, который перелетел строй осаждавших на десятки метров, зарубил нескольких солдат, был ранен штыком в грудь, однако же сумел самостоятельно выйти из окружения. Согласно второй версии, Розен 17 октября штурмовал не аул, а подступы к нему. И здесь, в укреплении, в так называемой башне, и погиб Гази Мухаммад. Сейчас на этом месте находится зиярат. Конечно, той башни не сохранилось, а это построено совсем недавно. Однако фактом остается то, что солдаты окружили некое укрепление на одном из участков. А когда имам убедился, что спасения нет, он выпрыгнул, обнажив свой клинок, но был пронзен штыками. Его примеру последовал еще один. Спустя мгновение выпрыгнул другой горец, который, проскочив первый заслон окружения, начал шашкой прокладывать себе путь к выходу. Его ранили ударом штыка в грудь, он пробежал значительное расстояние и обессиленный упал, истекая кровью. Посчитав его убитым, солдаты не стали его преследовать. Этим горцем и был Шамиль, на тот момент уже небезызвестный. Но ведь в лицо-то его солдаты знать не могли. При этом надо учитывать, что повсеместно продолжался штурм завалов и укреплений. Ущелье было захвачено, и отряды Розена вошли в Гимры, не встречая уже какого-либо серьезного сопротивления. Может возникнуть вопрос, откуда же картина Рубо с баталией в ауле? Ему, как художнику, вымысел позволителен, да и в Гимрах он был лишь в конце 19 века. В общем, из 16 человек, оборонявшихся в башне, выжили только двое. Один из них – Шамиль. И лишь под покровом ночи они, истекающие кровью, ушли из занятого аула. Уже во второй раз Шамиль избежал явной смерти. Розен докладывал в Петербург. 18 числа неприступные Гимры заняты без выстрела. 19 числа жители явились из горных ущелий своих для испрошения пощады и принесения покорности. Соратник Гази Мухаммада Гамзатбек со своим отрядом был в ауле Ирганай, но так и не вышел к месту сражения. Он был введен в заблуждение подделанным посланием якобы от Гази Мухаммада с указанием воздержаться от прибытия в Гимры. Однако и мертвый Гази Мухаммад не давал покоя командованию, что делать с телом, и тут на помощь пришел тот самый Саид Араканский, объявленный имамом вне закона. Бывший учитель Гази Мухаммада посоветовал барону Розену не хоронить имама в Гимрах во избежание смуты, и тело имама перевезли в аул Тарки, еще недавно занятый Гази Мухаммадом. Когда имамом стал Шамиль, по его приказу останки были перезахоронены в родовом ауле. Пока командование праздновало победу, вторым имамом Дагестана в 1832 году был объявлен Гамзатбек. К нему примкнул и Шамиль. Борьба против внешних и внутренних врагов продолжалась. Гамзатбек вновь подчинил ряд аварских селений по берегам Аварского и Андийского Кайсу, многие из которых совсем недавно приносили присягу на верность царю. Теперь уже Гамзатбек решил взять столицу Аварского ханства. Переговоры с ханшей Баху-Беке, как и 4 года назад, не дали желаемых результатов. В ответ в августе 1834 года имам осадил Хунзах. После 6-дневной обороны ханша согласилась с условиями мира и выслала в качестве заложника своего младшего сына Булачхана. В лагерь мюридов его сопровождали и двое старших сыновей ханши. В результате ссоры завязалась перестрелка, в ходе которой двое старших сыновей Баху-Беке погибли. Как все случилось, достоверно неизвестно. Есть данные, что стороны беседовали в шатре. Среди хунзахцев мюриды узнали своих кровников и потребовали их выдачи. Гамзатбек вышел, чтобы совершить омовение. В это время в шатре в результате ссоры началась перестрелка. Двое сыновей ханши погибли, уцелел только младший сын. Имам овладел Хунзахом и в довершение дела казнил ханшу Баху-Беке. Этого требовали все его сторонники. Гамзатбек перенес свою ставку в Хунзах.
Во время коллективной пятничной молитвы в соборной мечети 19 сентября 1834 года Гамзатбек был убит родственниками ханской семьи, братьями Усманом и Хаджи Муратом. Хаджи Мурат в последующем станет наибом Шамилян. Уцелевший младший сын ханши Бахубеке находился в то время в Гацатле. Из-за интриг после гибели Гамзатбека мальчика убили. В его убийстве были замешаны многие. Примечательно, что в Хунзахе к празднованию 200-летия со дня рождения Шамиля, в отличие от других аварских районов, отнеслись довольно пассивно, не в последнюю очередь помня историческое прошлое. И потом Гамзатбек продолжает после гибели в 1932 году Гази Мухаммеда, в 1934 году Гамзатбека тоже убивает. Эту линию продолжает, линию мюридизма, скажем так, продолжает шейх Шамиль. Третьим имамом пока еще только Дагестана стал Шамиль. Умело сочетая религиозные, антифеодальные и антиколониальные лозунги, он сумеет за короткое время распространить свое влияние на части территории Дагестана и соберет вокруг себя значительные силы. Тогда же Шамиль и начал закладывать основы будущего государства, имамата.